Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Искусственное восстановление лесов проводят массово с этого года в Якутии впервые за 60 лет. Почему решили вновь прибегнуть к такому способу лесовосстановления? Какие результаты при этом намерены получить? И как лесопользователи выполняют требования нового закона по восполнению потерь леса? Об этом в канун профессионального дня работников леса поговорим с заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, главным лесничим Якутии Алексеем Агеевым. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, как ведется мониторинг состояния лесов нашего региона и как можно оценить это состояние? Вообще мониторинг делится на три вида. Именно если мониторинг брать пожарной опасности в лесах. Это наземный мониторинг, который проводится, соответственно, наземным путем на автотранспорте. Авиационный мониторинг, который, соответственно, осуществляется с помощью авиации, и космический мониторинг, который за счет спутников, которые передают сигналы нам на компьютеры. Конечно же, самый эффективный мониторинг – это авиамониторинг, несмотря на то, что он самый дорогостоящий, но эффект от него заключается в том, что при наличии парашютистов на борту, это самолет, допустим, Ан-2, берет с собой на борт 8 или 6 парашютистов, которые, обнаружив пожар, сразу же высаживаются на него. И, соответственно, эффективность тушения возрастает. Необходимо отметить, что при авиамониторинге, так скажем, обнаружение пожаров составляет порядка 75%, то есть очень высокая эффективность от данного вида мониторинга. Помимо этого еще существует лесопатологический, так называемый мониторинг, который оценивает состояние лесов, то есть болезни и прочее, и вредители. На территории республики в этом году проводится лесопатологический мониторинг силами Рослесозащиты, это ФБУ, федеральное бюджетное учреждение, на площади порядка 11,5 тысяч гектаров. Раньше считалось, что леса на 90% восстанавливаются естественным путем. И почему в последнее время стали так много говорить о необходимости именно искусственного восстановления? Если говорить чисто о республике Саха-Якутия, то да, абсолютно верно. За всю историю лесного хозяйства всегда было только естественное восстановление леса. Были пробные, так скажем, моменты, когда пробовали проводить искусственное лесовосстановление, но оно оказалось, так скажем, ненужным и неэффективным. Но сейчас все-таки ситуация меняется. Якутия у нас в промышленном освоении очень привлекательный регион. Промышленность здесь развивается семимильными шагами, ввиду чего, конечно же, искусственное лесовосстановление на данный момент необходимо. Поэтому на территории республики, и на территории всей страны с 2019 года действует федеральный закон 212 о компенсационном лесовосстановлении. То есть арендаторы, лесопользователи, которые заключили договоры аренды под геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых, по строительству, реконструкцию линейных объектов, дороги, линии электропередачи и прочее, они обязаны компенсировать, провести лесовосстановительные мероприятия на территории того субъекта, на котором они провели данные работы. То есть, если вырубили они, к примеру, 1 гектар, соответственно, они 1 гектар леса должны в этом уже регионе восстановить где-то в другом месте. Насколько я знаю, в Алекминском районе недавно открыли первый питомник саженцев. Насколько этот питомник поможет мероприятиям по лесовосстановлению и есть ли в планах создание подобных питомников в других районах республики? Да, абсолютно верно. 28 августа состоялось торжественное открытие лесного питомника, первого питомника в Якутии. Это пилотный проект нашего Арктического агротехнологического университета. Соответственно,
Площадь питомника составляет 4,2 гектара. Производительная мощность будет порядка 3 миллионов саженцев в год. Это как с закрытой, так и с открытой корневой системой. Закрытая корневая система – это выращивание саженцев в теплицах, в отдельных секциях. И, соответственно, они имеют более, так скажем, сильный иммунитет и, соответственно, более хорошо приживаются в естественной среде. Конечно же, эти 3 миллиона саженцев в год, они не покроют тот объем, который необходим для Якутии. Поэтому есть уже заинтересованные лица, которые в данный момент находятся в поисках инвесторов для создания подобных питомников на территории городского округа город Якутск, а также в Алданском районе. Скажите, а какая часть лесов в Якутии находится сейчас в аренде и насколько ответственно все-таки лесопользователи относятся к лесовосстановлению, выполняют ли все тот федеральный закон, о котором вы упомянули? Но площадь лесов Республики Саха-Якутия составляет в целом 255 миллионов гектаров. В аренде находится чуть более 2 миллионов. Это менее 1% от всей площади лесов. Но по всей Якутии заключено 5000 договоров аренды. Из них порядка 2500 это как раз под виды использования лесов, требующих компенсационное лесовосстановление. Пускай там и незначительные площади, но тем не менее они требуют компенсационного лесовосстановления. На данный момент у нас подано 78 заявок от арендаторов лесопользователей на площадь 9200 гектаров. Соответственно, разрабатываются проекты лесовосстановления, нам подаются на экспертизу, и ведутся работы по очистке, по подготовке почвы и высаживанию саженцев. И на данный момент уже сделано работ по лесовосстановлению, именно компенсационному, более 300 гектаров. А как вы думаете, почему в последнее время очень часто в социальных сетях появляются сообщения о незаконных массовых вырубках лесов, и ваше министерство вынуждено давать опровержение по каждому такому случаю? Для чего эти сообщения? Ну, тут не согласен, что мы даем по каждому случаю опровержения. Есть и подтвержденные факты незаконной вырубки лесов. Но, опять же, это в первую очередь связано, конечно же, вот с серьезным промышленным освоением. Дело в том, что арендаторы, лесопользователи, которые заходят на территорию республики, заключают какие-то контракты, даже федеральные контракты на строительство тех же линейных объектов, дорог, трубопроводов, линий связи, линий электропередачи. И так как у них сроки сжаты, они с риском для своей компании, для своей работы подают документы и выходят параллельно на вырубку лесов. Но не имея полного комплекта документов, а это договор аренды, это проект освоения лесов и, соответственно, подача лесной декларации, независимо от того, насколько арендатор, так скажем, торопится выполнить эти работы, это будет являться незаконной рубкой, соответственно, строго наказываться штрафами и, соответственно, считается ущерб и предъявляется арендатору. При этом, конечно же, есть факты такие в соцсетях, которые как раз говорят о том, что, ну, к примеру, по Амге, да, что там будет сплошная вырубка, ничего подобного, это заготовка древесины, которая подразумевает вырубку только спелого и перестойного леса. Вот по данным фактам, конечно, министерство вынуждено давать опровержение в соцсетях и в сети интернет. Ну вот, кроме тех, кто по каким-то причинам вырубает или заготавливает лес и занимается потом лесовосстановлением, кто еще должен заниматься этим делом? И могут ли в лесовосстановлении принимать участие рядовые граждане? Есть ли такие мероприятия? Ну, конечно, у нас основным предприятием, которое занимается лесовосстановительными работами, это и содействие естественному восстановлению, и сейчас принимает участие в компенсационном лесовосстановлении. Это наше подведомственное учреждение, государственное автономное Якутлесресурс. Оно проводит работы по государственному заданию, это по федеральным средствам, средства федеральных субвенций, которые выделяются ежегодно, и проводит работы по лесовосстановлению.
лесовосстановлению. То есть содействие естественному возобновлению леса, оно включает в себя как минерализацию почвы, так и уход за молодняком. Ну и, конечно же, сохранение подроста после рубок лесных насаждений. Кроме того, данная обязанность возложена на всех арендаторов лесного фонда. Это и заготовителей, это и тех, о ком мы с вами говорили, подкомпенсационное лесовосстановление. В общем, всех тех, кто так или иначе осуществляет свою деятельность в лесу. Помимо этого, любой гражданин республики может принять участие в добровольном порядке по восстановлению леса. Ежегодно мы в рамках как и федеральных акций, так и своих, как «Живи лес», «Сохраним лес», проводим акции, и, соответственно, граждане принимают активное участие в возобновлении леса. Возобновление леса подразумевает не только высадку сеянцев и саженцев, кроме того, уборка мусора в прилегающих территориях, это в лесах, конечно же, является также сопутствующим действием по возобновлению нашего леса. Расскажите, пожалуйста, какие планы по лесовосстановлению в этом году и могут ли эти работы превысить потерю лесов от пожаров и вырубок, или говорить об этом еще рано? Ну, на этот год у нас запланировано более 60 тысяч гектаров под лесовосстановление. К примеру, в прошлом году эта цифра составляла 55 тысяч гектаров. При этом она полностью покрыла площадь вырубок, это 20 тысяч, и 10 тысяч площадь погибших от пожаров лесных насаждений. Необходимо отметить, что площади, пройденные огнем, не считаются площадями, так скажем, которые необходимы под лесовосстановление. Так как под лесовосстановление подпадают только конкретно погибшие, полностью уничтоженные площади в результате лесных пожаров. Это в результате либо сильных низовых устойчивых пожаров, либо же верховых, которых в процентном отношении сравнительно мало от общей площади лесных пожаров, пройденных огнем. Ну и в завершении беседы ваши пожелания коллегам с профессиональным праздником, с Днем работников леса. Но хочу пожелать коллегам, конечно же, в первую очередь здоровья, счастья, успехов, благополучия, чтобы все в жизни получалось. И, конечно же, хочу поблагодарить всех тружеников леса за стойкость и терпение. Этот пожароопасный сезон был очень тяжелым, но нам, благодаря нашей сплоченности, нашим всем усилиям, благодаря всем взаимодействиям со всеми структурными подразделениями, органами власти, в том числе и местным самоуправлением, удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить перехода огня на земли населенных пунктов и, соответственно, снять угрозу с нескольких населенных пунктов. Поэтому большое вам спасибо, уважаемые лесоводы Якутии. Мира вам и добра. Алексей Николаевич, я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Благодарю за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Об искусственном восстановлении лесов мы говорили сегодня с заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главным лесничим республики Алексеем Агеевым. До встречи в эфире.